Таджикистан. Уголовное наказание за преподавание ислама. Эмомали Рахмон во Франции. Китай ставит условия Казахстану. Таджикский режим в очередной раз ужесточает контроль над религиозным образованием. Так, 6 октября Нижняя палата таджикского парламента рассмотрела и одобрила поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие лишение свободы до 3 лет за незаконное религиозное обучение, в том числе через интернет. Соответствующий законопроект был разработан таджикским правительством. Согласно новому закону, те лица, которые ранее были привлечены за подобные действия к административному наказанию и в течение года повторно занялись незаконным религиозным преподаванием, будут привлечены уже к уголовной ответственности. Данная норма будет иметь общий характер, то есть будет применяться независимо от предмета преподавания. Разумеется, с учетом того, что население страны никакие другие религии не изучает, формулировка «религиозное преподавание» подразумевает только обучение исламу. В разработке редакции закона участвовало руководство ГКНБ. Согласно проведенным исследованиям, 95% молодых людей, примкнувших к радикальным группам и организациям, получали начальное образование в частных религиозных школах. Незаконное религиозное обучение осуществляется также через интернет. Исходя из этого, в поправках предусмотрено наказание в виде лишения свободы и за такой метод религиозного обучения, сказал первый заместитель госбезопасности Таджикистана Нусратулло Мирзоев. Следует отметить, что закон наряду с уголовной ответственностью преподавателя предусматривает также и уголовную ответственность родителей, которые обучают своих детей. И это при том, что еще в 2016 году под предлогом предотвращения радикализации молодежи в стране было закрыто последнее медресе, и на данный момент не существует ни одного учебного заведения, где подрастающее поколение может получить исламское образование, не нарушив законодательство, разработанное режимом. Если всех будут хватать их, сажать в тюрьму, естественно, это до добра не доведет. То есть в тюрьме у нас и так. Президент Рахмон продолжил свое турне по европейским странам. Прибыв 10 октября в Бельгию по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля, он обсудил с руководством Евросоюза сложившуюся ситуацию в Афганистане, а 12 октября он посетил Францию, где встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом сообщают местные и европейские СМИ. Сообщается, что в Бельгии Рахмон провел переговоры с Шарлем Мишелем и вице-президентом Еврокомиссии, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике по безопасности Жозепом Борреллем, а также с королем Бельгии Филиппом. Главной темой встречи стала ситуация в соседнем с Таджикистаном Афганистане после прихода к власти талибов. Участники сообщили, что обменялись мнениями по вопросам установления мира и стабильности в Афганистане, в частности, соблюдения прав всех этнических групп. Эмомали Рахмон еще раз выразил свою позицию по вопросу формирования инклюзивного правительства в Афганистане. Также рассчитываем на подробное рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повесток дня с акцентом на проблемы безопасности и ситуацию в соседнем для нас Афганистане. Аналитики отмечают, что европейские лидеры, позиционирующие себя блюстителями прав человека по всему миру, оказали диктатору Рахмону большое уважение, закрыв при этом глаза на вопиющие нарушения прав жителей Таджикистана со стороны этого тиранического режима. Это в очередной раз доказывает, что Западу, будь это США или Европа, изначально безразлична судьба народов, тем более мусульманских стран. Все шаги, которые западные страны предпринимают в сфере так называемой защиты прав человека, в странах с авторитарными режимами обусловлены исключительно текущей политической выгодой, а вовсе не их принципами. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui à Paris le président du Tadjikistan, monsieur Emomali Rahmon. По обе стороны границы Казахстана с Китаем застряли тысячи казахстанских большегрузов и вагонов с импортируемыми и экспортируемыми товарами. Официально это связано с ужесточением в одностороннем порядке Китаем карантина на таможенных пропусках Харгос и Достык. Проблемы Казахстана в данный момент в большей степени связаны с изменением внешнего ландшафта, в который вписана страна.
Однако, по мнению казахстанского политолога Максима Казначеева, Китай выдвинул ряд условий Казахстану для продолжения экономического сотрудничества. Об этом сообщает К-Ньюс. В частности, как считает политолог, для доступа Казахстана к китайскому рынку Пекин требует от Нур-Султана наказания участников антикитайских митингов и пикетов. По сути, одна из сторон оказывает экономическое давление на руководство страны-партнера с целью принятия политических действий внутри государства. Мнение Казначеева подтверждается тем фактом, что карантин ужесточен только для грузов из Казахстана и в Казахстан. Не принимают и не выпускают груз на автотранспорте. Но вместе с тем они используют наш Казахстан как транзитный путь для перевозки в Европу. Транзитные грузы, которые идут по проекту «Один пояс, один путь», а это железнодорожные составы из Европы в Китай, китайская таможня просматривает в приоритетном порядке. Поэтому они практически не задерживаются на границе, но все грузы, идущие по железным и автомобильным дорогам в рамках двусторонней торговли Казахстана с Китаем, зависли. Дипломатические письма, а потом, когда на них нет реакции, появляется остановка казахстанского транзита сначала на Китай. Кроме этого, политолог считает, что в среднесрочной перспективе Китай будет работать над геополитической переориентацией Казахстана и всей Центральной Азии на себя. Между тем, в Казахстане не прекращаются акции протеста жителей страны, чьи родственники уже несколько лет находятся в тюрьмах и концлагерях Китая. Несмотря на то, что эти жители почти год проводят протесты, требуя от властей предпринять все усилия, чтобы вернуть заключенных, власти таки не отреагировали на их требования. Более того, их несколько раз задерживали и приговаривали к административным наказаниям в виде штрафа и лишению свободы до 15 суток.